Смирно! Вольно! Команда «Вольно» для Грозненского гарнизона – это ненадолго. Пока идет перекличка подразделений, командиры получают последние распоряжения. Оркестр тем временем настраивает инструменты. Организаторы, аппарат управления МВД республики перечитывают сценарий праздника. Кстати, разработан он под руководством министра внутренних дел Чечни. Особенность этого года, во-первых, указом президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина город Грозный присвоено звание «Город воинской славы». Для нас это имеет огромное значение. На сегодняшний день в параде Победы участвует 2500 сотрудников и военнослужащих внутренних войск, а также Министерства обороны. Более 65 бронетехники. В этом году парад действительно будет отличаться от предыдущих. Интересные декорации, форма одежды и даже невероятно красивые лошади. Всего и не перечислить. Отдельного слова заслуживает постановка взятия Рейхстага. Мы старались как-то вспомнить то время и декорации, формы, также здание переделали наподобие Рейхстага. Там будут бои, и взятие Рейхстага, возведение знамени. Все это будет происходить. Мы хотели восстановить хотя бы каким-то образом то время, чтобы люди знали и помнили. Участники парада должны соответствовать ряду строгих требований. Рост не ниже 170 сантиметров, возраст не более 30 лет. Обязательное наличие награды, хорошая строевая подготовка. При прохождении перед трибуной гостей, высших государственных чиновников и генералов головы бойцов должны быть приподняты, а глаза излучать победоносный блеск. Кстати, такой этикет был принят еще в 1961 году высшим командованием советской армии. Мавлади Висаитов. Через несколько минут после начала военного парада над мирным небом Грозного торжественно пролетят истребители и вертолеты. Здесь зрителей ждет еще один сюрприз, который не стали раскрывать даже журналистам. Военная техника, показывающая мощь и силу, пройдет по главному проспекту столицы. В этом году на параде впервые проедут 3 новые установки «Град», а также усовершенствованные «Зибры» российского производства. Здесь будут также представлены новые бронированные вооруженные боевые машины УФСИН России, предназначенные для перевозки личного состава. Генеральные репетиции проходят сегодня во всех городах страны. В Москву на главный парад вылетел ветеран Великой Отечественной войны, 94-летний житель Грозного Ваха Гакаев. Всю войну он провел за рулем полуторки. Активный образ жизни для него даже сегодня обычное дело. Мы вели машины, объезжая мили, по путям, дорогам фронтовым. Эх, путь дорожка фронтовая, не страшна нам бомбежка любая. Луиза Андеева, Муса Астамиров, Луиза Юнусова. Новости.